Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Мои дорогие зрители, гости канала, огромное вам спасибо за ваши лайки, за ваши хорошие добрые комментарии, за вашу подписку, за ваши донаты. Земной вам поклон. Тема сегодняшней отсыпочки звучит так. События ближайшей недели. Что вам по судьбе на ближайшей неделе и что принесут вам следующие 7 дней. Если тема вам интересна, пожалуйста, загадайте на себя. Так и спросите, что мне по судьбе на будущей неделе. Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Так, давайте же посмотрим, что вам по судьбе на будущей неделе. Так. Неделя достаточно спокойная. Спокойная, но у вас на следующей неделе будет очень много каких-то шансов и возможностей. Почему-то идет рыбалка, очень удачная рыбалка, но при этом вы как будто бы не совершаете каких-то особо активных действий. То есть вам не нужно куда-то бежать, кому-то что-то доказывать, где-то там биться, стремиться, вот как-то вот прям, да, выдергивать какие-то вещи. Нет, вы сидите на месте спокойно, человек полностью уверен в себе, человек закидывает удочку, да, и у вас как бы на эту удочку просто какие-то гигантские рыбы, да, клюют. И вы без труда, да, вот себе наловили уже целое ведро. Очень продуктивная неделя. Здесь, скорее всего, будет очень ярко работать ваша фантазия, будете блистать умом, и благодаря, да, своим способностям вы действительно очень многое можете для себя решить, очень многое можете сделать, приобрести, получить, узнать, наполниться. Вот какой-то такой момент происходит. Я вижу вас как центр. Что касается вашего окружения, я так понимаю, все рядом, живы, здоровы, все за вашей спиной находятся, то есть за своих близких, за свою семью вы можете быть полностью спокойны. За кого стоит переживать, это, скорее всего, за конкурентов, потому что конкуренты, вот они отвернулись, да, в лицо улыбаются, а за спиной что-то делают. Если у вас есть конкуренты, если у вас есть недоброжелатели, будьте бдительны, старайтесь быть на шаг впереди, чем они. То есть очень важно вам понимать, чем эти люди занимаются, что они делают и что для вас готовят. Может быть, стоит завести какого-то инсайдера, да, который бы вам передавал информацию за определенные, может быть, преференции, либо, ну, прям, я не знаю, подслеживать, что ли, за своими конкурентами. При возможности, да, не упускать шанс узнать, что они делают, чем они занимаются. Чем занимать? Ну, я так понимаю, что они будут что-то у вас копировать, либо как-то... Вот желание, да, желание сделать копию вас, либо ваших действий, либо вашего, может быть, рода деятельности, занятий вашего какого-то личного, да, какого-то личного продвижения. То есть, может быть, столкнетесь с тем, что ваши конкуренты полностью все у вас, там, я не знаю, там, подчистую скопируют. То есть люди, лишенные фантазии, ну, продвигаются за счет того, что они умеют хорошо копировать, да, подражать, подражатели, скажем так. Вы можете даже столкнуться с таким явлением, когда ваши конкуренты, полностью скопировав вас, будут более, скажем так, успешные в моменте, это не в целом в моменте, чем вы. Здесь не стоит паниковать, здесь не стоит нервничать, все равно истина вскроется, все равно... Понимаете, вот то, что делаете вы, это ваше естественное, родное. А то, что они будут копировать, это попытка сыграть
сыграть эту роль. Человек вечно не может играть, да, вечно маску не можешь носить. Все равно вскроется этот обман, все равно вскроется вот эта копия, подражание. И человек просто как опозорится, да, вот какой-то такой момент идет. Вам желательно, конечно, контролировать все и быстро реагировать на то, что происходит. Касаемо семьи. Но в семье я вижу, какие-то будут обсуждения, какие-то разговоры, может быть даже какое-то недовольство какими-то решениями, либо какими-то планами. Будете что-то обсуждать, будете спорить, скорее всего, будете пытаться свою линию гнуть, да, ваши там близкие свое что-то будут выносить. То есть как будете делить, да, шкуру неубитого медведя. Послушайте, спорить, ругаться – это вообще не вариант. Лучше накидайте много идей, да, вот просто вот идеи, возможности, реализация. Все это там запишите, обмозгуйте и отложите до определенного времени. Потому что здесь есть риск поспорить ни о чем, да, на пустом месте поспорить, разругаться, разойтись по разным углам. При этом никто ни в чем не выиграет, никто ничего не докажет, а будет так, как судьба распорядится. Понимаете, вот какой-то такой момент идет. Еще у вас тут сосуд выходит, наполненный сосуд, и человек, который его наполняет. Здесь ждите каких-то прибылей, сверхприбылей, сверх какой-то вот отдачи от чего-то, наполненности. Здесь могут быть как и деньги, так и ресурсы, так и подарки, так и получение того, на что вы, в принципе, не рассчитывали, да, вот от какого-то человека, либо от какой-то организации вы будете получать. Еще момент какой-то документ, договор, что-то бумажное важное, нужное, само идет к вам в руки. Но это не письмо, нет, это не письмо, это больше похоже на какой-то документ, разрешение, какой-то пропуск, может быть. Что-то бумажное, документальное, само идет в руки, вот как хотите. Здесь от вас никаких действий не потребуется, уже считайте, что вы получили, уже у вас есть, уже в карманчике у вас лежит. Так, здесь у меня идет встреча людей, которые друг к другу будут присматриваться. Может быть, новый возлюбленный, либо новые отношения. Будете встречаться, будете общаться, будете друг к другу присматриваться, будете крайне осторожны, и ваш партнер будет крайне осторожным. И разговор, либо свидание будет таким, знаете, нудновато, скучноватым. Это не потому, что вы скучные люди, это потому, что вы будете оба очень сильно стараться показаться лучше, чем вы есть. Я предлагаю вам, да, разрядить обстановку, немножечко быть более естественной, либо естественным, и побольше шутите, юморите, да, то есть вам нужна разрядка будет. Иначе вот это свидание, оно рискует быть, скажем так, крайним между вами. Вот. Не допустите этого момента. Человек очень хороший, и вы хороший человек. Даже если у вас любовная тематика не сложится, вы все равно можете общаться и дружить. Так. Здесь еще есть помощь от каких-то, может быть, неожиданных рук, да, вот как-то неожиданно человек предлагает вам помощь, либо оказывает вам какое-то содействие, может быть, совершенно незнакомый человек, а может быть, знакомый человек, но который раньше никогда не баловал вас своим вниманием. Вдруг вот какой-то порыв, желание помочь, подсказать, что это для вас сделать. Так, здесь еще момент. Не знаю, то ли вы сами будете что-то готовить, делать, то ли где-то вы будете что-то очень вкусное и необычное кушать. Смотрите, здесь вот просто взрыв мозга, да, от того, что вы либо сами сделаете, либо что вы попробуете. Но опять же таки, знайте меру, потому что вы можете объесться, да, либо кого-то перекормить, да, например, на семью там приготовили какой-нибудь вкусненький тортик, либо какое-то необычное блюдо, и потом еще вот может быть момент такой, да, что нужно будет там от коликов лечиться, да, потому что, как переедание, да, оно никому не полезно. Но то, что вы попробуете, оно вот как-то прям отразится в памяти, поразит вас, ваши рецепторы вкусовые. Так, здесь еще момент звонка,
звонок какой-то будет важный, либо важный какой-то разговор с человеком. Не знаю, то ли человек, ну, на расстоянии идет этот человек, и между вами двойка. Может быть, вы с этим человеком не так часто общаетесь, встречаетесь, либо как-то неожиданно вам будет звонок от этого человека. Будет очень тяжелый разговор. Вот эмоционально тяжелый разговор. И здесь цель этого разговора – это найти выход из ситуации, помочь, не осуждать, не там, каких-то там собак на вас не навешать, да, никаких проблем не навешать, а наоборот помочь решить, преодолеть, подсказать. В общем, вы настраиваетесь на этот разговор с позитивной точки зрения. Не с той точки зрения, что вам кто-то там что-то осуждать будет, либо там носом вас тыкать какие-то дела. Нет, здесь именно желание помочь и подсказать. Какой-то конфликт может быть на ваших глазах, либо вы будете участником, либо на ваших глазах случится конфликт. Как будто бы две женщины, либо два мужчины, как женщины, вот истерично будут скандалить, что-то выяснять, кричать, руками махать. Конфликт очень быстро как-то начнется, да, разгорится, и также быстро он потухнет. Неприятный осадочек останется, но вот из-за этого конфликта какое-то дело решится. Причем решится как-то быстро, динамично. То, что было в застойном положении, как-то вот прям выстрелит. Вот как-то такое произойдет, такая ситуация. Так, кто будет куда-то ездить, уезжать, переезжать? Почему-то какие-то вещи, какие-то коробки у вас идут. Либо человек вернется с какой-то поездки, с какими-то вещами, с коробками. Не знаю, то ли вы едете куда-то, уезжаете, переезжаете, то ли кто-то в дом возвращается с какой-то поездки длительной. Ждите каких-то необычных подарков, необычных вещей. И даже, вот знаете, будет, может быть, что-то совершенно ненужное на первый взгляд, а потом кажется, что вещь какая-то очень уникальная, либо ценная. Будьте повнимательны к тому, что придет в ближайшее время в ваш дом, либо то, что вы можете у себя в доме найти. Вот здесь ситуация идет того, что вы столкнетесь с какой-то игрой, с каким-то управлением. То есть вы встретитесь с человеком, либо будете иметь разговор с человеком ведомым, который находится под управлением, который находится под влиянием. И вам захочется помочь этому человеку, но скорее всего, не получится, потому что человек полностью доволен той ситуацией, либо той жизнью, в которой он находится. То есть этот человек, он такой и есть. Без вот этого управления человек просто не выживет. Вот как-то так идет. И еще момент какой-то пустой дороги, либо пустой двери. То есть либо вы, либо к вам кто-то будет приходить, то ли вас дома не будет, и человек, как говорится, придет, порог поцелует и назад уйдет, либо вы кому-то пойдете. Но вот здесь проблема в том, что люди не договорились, либо как-то друг друга неправильно поняли. Момент закрытой двери. То есть вот это дело, либо эта ситуация, они не должны случиться, не должны произойти. То есть если это происходит в вашей жизни, знайте, что это вот, судьба отвела, да, судьба заблокировала вам эту встречу, либо это дело, либо этот разговор. То есть отнестись нужно с пониманием, не долбиться вот эти закрытые двери. Это худшее, что вы можете сделать. То же самое, если вы пойдете по какому-то делу, по какому-то вопросу, неважно куда, в какую-то там организацию, либо какое-то учреждение, либо даже к начальнику, и, например, важного, нужного человека в этот момент не будет на месте. Вы не должны прямо говорить, что все, пока не решу, не уйду. Либо пока этот человек там меня не примет, я не уйду, с места не сдвинусь. Это будет неправильно. Потому что ситуация сырая идет. Сырая, вы к ней не готовы. Есть какие-то подводные камни, о которых вы даже не догадываетесь. И лучше, как говорится, вернуться с пустыми карманами, чем, скажем так, на неприятности нарваться. Тоже, кстати, может быть и с какими-то штрафами, с какими-то, может быть, ограничениями. Лучше принять то, что есть, чем за это, либо с этим бороться. Как-то это будет проще и понятнее, полезнее.
Так, деньги будут, деньги идут, причем идут с двух источников, да, вот видите, и тут у вас деньги побольше, деньги поменьше, вы деньгами не обижены, то есть кушать есть что, одеться есть что, кошелечки там у вас денежка звенит. В принципе, у вас, я не вижу тут каких-то особых растрат, скорее будете либо что-то собирать, на что-то будете собирать, либо будете вот придумывать себе, да, куда там потрачу, куда поеду, что сделаю, что куплю. Какое-то такое планирование у вас идет. Так, кто у меня в браке, в отношениях, здесь, в принципе, все ровно, стабильно, спокойно. Если вдруг какие-то у вас были неприятности, какие-то, ну, все бывает, да, может быть, где-то спорили, ругались, бодались, то здесь у вас идет затишье, успокоение и вот, знаете, какое-то даже обнуление у многих отыграется. Просто люди отказались от конфликта, обнулились и чувствуют себя прекрасно. И для тех, кто встречается, общается, кто, может быть, даже уже проживает вместе, здесь разговор, возможно, вы начнете случайно, либо специально по поводу, может быть, сближения, либо брака, либо узаконивания. Ваш партнер, скорее всего, будет уходить от этого разговора, убегать, и вам будет крайне неприятно. Но вы должны понимать, что у вашего партнера есть на то причина. Это не от того, что человек вас не любит, либо не желает быть с вами вместе. Там есть какие-то другие причины, просто человек еще не готов об этом говорить. Должно пройти время. Не расстраивайтесь, просто переключите свое внимание, либо переведите разговор в другое направление. Вот это будет самое правильное. Так, и не знаю, почему-то вот идет глаза у вас, очень много глаз. Берегите глаза, либо давайте отдых своим глазам. Возможно, даже какие-то, ну, не дай бог, конечно, да, могут быть проблемы именно с глазами связаны. Своевременно принимайте меры, обращайтесь к специалистам, не запускайте. Ну и, конечно же, как общая рекомендация, давайте больше отдыха своим глазам. Вот это важно. Может быть, даже намек на то, что вам нужно высыпаться, да, либо дольше спать, как-то вот такой момент. Не упускайте. Реагируйте на все свои какие-то потребности организма, да, на недомогание, либо на переутомление. Мои дорогие, на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.